Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане проходит второй театральный фестиваль стран-членов Тюрксой. Германский кардиохирург Ханс Майснер выразил благодарность Гурбангулы Бердымухамедову. В Ашхабаде завершились Дни культуры России и другие новости. Сегодня в Ашхабаде стартует второй театральный фестиваль стран-членов Международной организации тюркской культуры. Торжественная церемония открытия состоялась в главном академическом драматическом театре имени Сапар-Мурата Туркменбаши Великого. Фестиваль объединяет не только театральных деятелей, но и художников из 6 тюркских государств – Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Киргизстана. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился президент Туркменистана. В своем обращении Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность этого события для укрепления культурных связей между тюркоязычными народами и отметил, что фестиваль станет настоящим праздником театрального искусства. Германский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор Ханс Майснер направил письмо национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, в котором выразил свою благодарность. Напомним, согласно постановлению Меджлиса, один из проспектов туркменской столицы был назван в честь профессора. Присвоение моего имени проспекту в медицинском городке Ашхабада для меня большая честь. Я этим очень горжусь. Мою признательность невозможно выразить словами. Тот день стал самым незабываемым в моей жизни, поделился Ханс Майснер. Во дворце Мукамов Государственного культурного центра состоялась церемония закрытия Дней культуры Российской Федерации в Туркменистане. Центральным событием программы стал концерт классической музыки на встречу юбилея Петра Ильича Чайковского, где солист Московской государственной академической филармонии Дмитрий Маслеев исполнил произведения Чайковского и Рахманинова. В рамках Дней культуры туркменской публики были представлены выставка «Планета Чайковский» от Российского национального музея музыки, экспозиция произведений прикладного искусства «Лоскутная мозаика России» и фотовыставка работ российских фотохудожников. Особый интерес вызвало и выступление Государственного академического ансамбля народного танца «Адыгей» «Нальмас», прошедшее с аншлагом. Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана активно исследует новые источники, связанные с культурным наследием туркменского народа. В год 300-летия Махтумкули Фраги эта работа приобрела особое значение. Недавно научные сотрудники института вернулись из Германии, где изучали рукописные фонды библиотек Берлина и Дрездена. Они привезли электронные копии ценных источников, касающихся Махтумкули и туркменской истории. В результате экспедиции в Туркменистан завезли более 200 электронных копий рукописи на тюркском, персидском и арабском языках. Туркменистан готовится стать эпицентром инноваций и технологического прогресса. С 14 по 16 ноября в Ашхабаде пройдет международная конференция «Туркментел-2024». Программа форума охватывает широкий спектр тем от цифрового развития и будущего телекоммуникаций до спутниковых технологий и кибербезопасности. Мероприятие соберет ученых, экспертов и предпринимателей со всего мира. На предстоящем заседании Конвенции ООН о биологическом разнообразии в колумбийском городе Кали будет рассмотрена важная экологическая инициатива. Великобритания и Чили намерены предложить выделить грибы в отдельную категорию охраняемых организмов наравне с животными и растениями. Инициатива основана на многочисленных научных исследованиях, подтверждающих ключевую роль грибов в экосистемах. Они участвуют в восстановлении почв, поглощении углерода и даже разложении пластика и других загрязняющих веществ. В Цинциннати произошло курьезное ограбление. Злоумышленники проникли в обувной магазин «Салеброс» и вынесли оттуда исключительно правые ботинки, общее количество которых превысило 100 пар. Владелец бутика обнаружил пропажу благодаря системе видеонаблюдения. На записи с камер видно, как двое мужчин и женщина опустошают полки магазина. Помимо обуви, грабители прихватили значительное количество одежды и различных личных вещей. Общая сумма ущерба составила около 45 тысяч долларов. Федерация футбола Туркменистана назвала лучшего игрока сентября. Им стал форвард команды «Алты-Насыр» Михаил Титов, отметившийся 3 забитыми мячами в 2 матчах высшей лиги за прошедший месяц. В текущем сезоне на счету у нападающего уже 5 голов, что позволило ему войти в десятку лучших бомбардиров чемпионата. Кроме того, один из его мячей был признан болельщиками самым красивым голом 22-го тура. Женская сборная Туркменистана по футзалу узнала своих соперников по отборочному этапу Кубка Азии 2025 года. По итогам жеребьевки туркменская команда попала в группу С, где сыграют с Узбекистаном, Австралией, Филиппинами и Кувейтом. Отборочные матчи этой группы пройдут с 11 по 19 января 2025 года в Узбекистане. В финальный этап турнира выйдут 2 лучшие команды из каждой группы, а также сборная с лучшим результатом среди третьих мест. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся
Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.